русского языка. Больше. Говори вот это. Толком. Толковый. Что? Подсоединился. Да. Продолжаем нашу новую станцию, уважаемые зрители канала «Россия. Моя история». Сейчас мы переходим к станции, которая называется «Металлургия Саха». Я вот, например, не очень сильно разбирался в этих вопросах, но с удивлением узнал, что, оказывается, у нас до прихода русских уже была своя традиционная металлургия. И вот археологи Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, они последние годы активно раскапывают и изучают у нас эту металлургию. И сейчас я хочу передать слово Егору, и он, как сотрудник, профессионал, расскажет нам про всю технологию, как же это все производилось. Но то, что у нас есть на территории республики месторождения металлургические, мы можем прекрасно их увидеть. Он предлагает, видимо, сделать ему петличку. Здесь, пока здесь. Это у нас напольные витрины нашей сменяемой выставки под названием «Академическая наука и технологии». В частности, это экспонаты Института геологии алмазов и благородных металлов. Этот институт у нас фактически основоположник для поиска полезных ископаемых, практически всех полезных ископаемых, но сейчас особое внимание в названии даже написано алмазы и благородные металлы. Вот их основных 4 витрины, можно показать палеонтологические находки. На самом деле у нас на территории республики очень уникальное место, Хангаласский улус, и там по сути был Кембрийский взрыв. То есть вот Ленские столбы, ближе к Алдану, это первые фактически организмы, которые появились на Земле, они там появились. Единственное, конечно, здесь только часть коллекции. У них есть очень хороший геологический музей, находится в Якутском научном центре, собственно, в здании. Там можно очень много что увидеть дополнительно к этой выставке. Ну, вообще здесь у нас основные 5 институтов, которые мы выставили в первую партию. В августе-сентябре будет еще 3 института технического профиля, и потом осенью будут уже институты биологического сельскохозяйственного профиля и вот, соответственно, у нас такое шаг. Ну, а станции, которые мы покажем, они рассказывают максимально популярно детям про науку. Посмотрим, называется «Синглодубная железная технология Саха». Слово Егору. Добрый день, меня зовут Николаев Егор Николаевич, являюсь научным сотрудником Института гуманитарных исследований отдела археологии. Занимаюсь изучением традиционной металлургии якутов. Вот здесь можно видеть различные стадии становления железа, скажем так, от непосредственно железной руды до уже вот железного слитка. И что это? В древности железо добывали способом, который называется сейчас сыродутный. Сыродутный произошло от слова сырое дутье, то есть нагнетание холодного воздуха. Это был основной способ получения железа до появления вот уже мартеновских печей. Вот здесь уже вот железная руда. Добывали ее по берегам рек, собирали кучами, иногда закладывали небольшие шурфы, так как железная руда может залегать на глубине до 2 метров. В последующем добытую железную руду обжигали на кострах, чтобы избавиться от лишней влаги, и получалась вот такая обожженная железная руда, которую впоследствии дробили на мелкие кусочки, подготавливали так называемую шахту, которая потом вперемешку с древесным углем загружалась в плавильную печь, и путем
восстановительного процесса там уже сваривалось из зерен металлический железный слиток. Илья, откуда вот этот экземпляр? Вот все время все вот партизаны никто не рассказывает. Вот откуда вот непосредственно этот экземпляр был найден в Хангаласском районе, местности Быталах. Там мы обнаружили шахты, можно так сказать, где выработки, где добывалась непосредственно железная руда, которая потом транспортировалась до мест производства на расстоянии до 15-20 километров, где у них уже стояли подготовленные железоплавильные, железовосстановительные печи, в которых они уже непосредственно занимались производством. А вот это вот что? Вот это вот, вы говорите про обжига, да? Да. Ага. Черное это что? И вот это что? Вот это. Вот это отходы металлургического производства, металлургический шлак, то есть плавильной печи из железной руды отделяются вредные примеси, ненужные для производства железа. По которым примеси в основном это тот продукт, который влияет на прочность металла, правильно? Можно так сказать. Также всякие пустая порода отделяется от руды. Сколько лет, что одному, что второму? Вот такие-то рассказываете, никто не говорит, сколько лет вот этим экземплярам? Непосредственно вот эти материалы датируются 15-16 веками. Мы эти даты получили путем радиоуглеродного анализа, проведенного в Институте ядерной физики в городе Новосибирске. То есть отбирали образцы пробы древесного угля, по которым наши коллеги провели радиоуглеродный анализ, и мы можем с точностью знать, когда в этой местности, в этих плавильных печах... Какой местности и когда? Вот не рассказывайте, это же якутская земля, просто интересно. То есть вы, получаете, нашли древнюю кузню, да? Металлургические площадки, в которых занимались производством железа. То есть кузницы стояли отдельно. То есть в древности кузнецы делились, те, кто занимались непосредственно производством железа, и те, которые дальше это железо обрабатывали. А вот эти металлургические площадки мы обнаружили на территории 2-го Жемконского наслега Хангаласского района. Там в общей сложности мы нашли 10 объектов, на которых в промежутке между 15-17 веками шло активное производство железа. То есть там получалось чуть ли не в промышленном масштабе добывалась, я правильно понял, железная руда или заготовки для того, чтобы производить то или иное орудие, то ли сельскохозяйственное, то ли воинственное, да, военное в смысле. Да? Да, они, скажем так. То есть уже было в 15 веке четко активное производство, железодельное производство. Там производили такие болванки железные, которые, из которых потом распространяли по остальной территории Якутии, из которых кузнецы уже непосредственно на местах в кузницах делали все необходимые орудия труда, предметы вооружения, быта, инструменты. А вот рядом это что-то так отложили хитро. Это воздуходувные трубки сопла металлургических горнов, с помощью которых туда нагнетался, как я уже говорил, сырой холодный воздух. Чтобы достичь той температуры, при котором происходит восстановительный процесс. То есть без принудительного воздушного дутья было довольно сложно достичь тех температурных режимов, при которых начинается восстановительный процесс. Они не современные, они тоже древние? Да, они все из тех памятников, на которых мы производили раскопки. 15-17 века. А для чего это все делается? Хотите доказать, что в Якутии можно металлургический завод поставить? Такие попытки постройки металлургического завода на территории Якутии предпринимались. Я знаю, что они были. Да, Витус Беринг для своей камчатской экспедиции на реке Тамга построил Тамгинский завод, который активно в промышленных масштабах там производилось железо для оснащения камчатской экспедиции. Я просто хотел спросить, какое научное значение в год науки эти открытия дают для развития науки республики? Знать-то это одно,
на бумажке, да? Не, ну, Долгое время считалось, что этого нет. Долгое время считалось то, что якуты чуть ли не там только в 17 веке начали заниматься металлургией, кузнечеством. Долгое время также вот металлургия, кузнечное дело якутов оставалось вне поля зрения археологов, историков, за исключением трудов вот Ксенофонта Дмитриевича Уткина, который преимущественно занимался кузнечным делом якутов 19-20 века, в то время как более вот древний пласт металлургической культуры оставался неизученным. И чтобы вот восполнить этот историографический пробел, мы вот начали целенаправленный поиск и исследование объектов археометаллургии на территории Якутии. Проводили раскопки на территории Верхневилюйского района и Хангаласского, которые вот издревле считаются вот такими вот двумя основными крупными центрами кузнечной и металлургической культуры. Это говорит о том, что металлургия у народа Саха была. Между прочим, только для народа Саха она была характерна, потому что, по сути, остальные народы в ней не нуждались. Они больше находились и пользовались каменными орудиями, да? И каменный век у нас был очень длинный. А вот железный период у нас тоже имелся, но вот мы видим свидетельство того, что у нашего народа вот была такая культура.